Таван асан товар гэнэхой таван шигэр гэнэ. Очень классная отцовская вещь. Картина Больженимы Доржиева. Вы находитесь в самом таинственном месте музея. Вот мурал с этого ракурса я вижу первый раз. Про твой опыт аниме. В голове масса всяких идей. В каждом мазке прямо сок. Но когда ты видишь ее вживую, это совсем другое. Национальный музей состоит из 3 локаций, из 3 центров. Художественный музей, музей истории Бурятии Хангалова и музей природы. И вот наши подкасты, которые мы начали снимать при поддержке ВЭБ-РФ в рамках проекта «Сайну ГИР», Хэп-Хаб, Центр креативных индустрий, Национальный музей. И мы в каждом из подкастов, каждый из героев наших расскажет свою историю. Первым будет у нас Зарикто Доржиев, и расскажем, и поговорим мы об искусстве. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Привет, Зарик. Вот мы и встретились. Да, встретились в городе. Встретились в городе. Погода прекрасная. И, в общем, такое, знаешь, главное, что здесь, мне кажется, это наше бесконечное синее небо. Да? Да. В кадре. Здорово. Здорово. Это очень здорово. Ну что, нам есть о чем поговорить? Да? Давай. Пойдемте поговорить. Здравствуйте. 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 Пойдемте. Здравствуйте. На 7-й этаж. На 7-й этаж, да? Давайте. На 7-й. На 7-й этаж, да? Ага. Ну что, Зарикто? Вот мурал с этого ракурса я вижу первый раз. Серьезно? Да. Потому что все мои наблюдения во время работы происходили там несколько ближе вот с оперного театра. А с этого ракурса здорово. Прямо вся панорама города. И мурал попал. Там, знаете, интересно, там было около, почти 15-17 разных вариантов мурала. Вот этой темы, да? Мы напрямую с нашим главой, с Алексеем Самбуевичем, отбирали разные варианты. Первоначально даже утверждался уже, готов был к производству один вариант. Я там профильный тоже был портрет мальчика. И с гимном Бурятии, со словами должен был быть. Но в последний момент решили что-то более яркое, более такое оптимистичное, да, и вот нашелся такой вот вариант. Но вот этот желтый, яркий, интенсивный фон, это все-таки от солнца, да? Конечно. Конечно, это, да? кстати, цвет, Солнце Бурятии, да? Цвет был очень непростой. Видите, там на стенах самой гостиницы тоже есть желтый, более лимонный цвет. Мне важно было не попасть в этот цвет. Выбрал такой более насыщенный. Более насыщенный. Хороший желтый. И он еще очень буддийский цвет. Такой глубокий, очень насыщенный прямо. Вот. И очень долго подбирали именно вот этот оттенок. Хорошо смотрится. Мне кажется, стрит-арт, он должен быть все-таки с концепцией какой-то, а то не просто так вот что-то захотелись, там цветочки и прочее, да, а вот все-таки какая-то идея должна быть. Но здесь вот концепция дана, но здесь, правда, не видим мы, здесь только женский образ, а туда чуть-чуть подальше. Да, здесь она не полная. Мужской образ, есть мужская половинка. Мужская половинка, она меньше, кстати. Ну, роль женщины, роль материнской линии, оказывается, вот я сколько не читал, изучал, она несколько не то чтобы умалчена, она не до конца ее сила дооценена, так скажем. Всегда идет развитие как будто бы от мужской линии. Ну, у бурятов, у вообще кочевых народов всегда принято по мужской линии, да, наследие идентифицировать.
А я сколько не смотрю и бурятскую историю, и мифологию, женская роль как будто бы является главенствующей, как бы направляющей мужскую силу, мужскую линию в нужном русле, ну, нужном, как бы согласно женской как бы какой-то мысли. Над этим как-то мы так с друзьями там смеялись, обсуждали эту тему. Потом вот выходил, когда фильм «Монгол» в 2006 году, там как раз очень похожая мысль, которая прямо в буквальном смысле иллюстрирована. Там еще молодой Темуджин победил, значит, там на своих врагов и лежит в степи с женой, с Барте. А Барте ему говорит: ты чего, говорит, разлегся тут? Иди наводи дальше порядок. Степь, видишь, какая беспокойная? Давай иди и делай, не время отдыхать. Меня лично, я прежде чем готовилась к нашей беседе, я пересмотрела все твои видео, пересмотрела лекцию «Музейные маршруты», и вдруг я вспомнила тот фильм, который ты показываешь обычно на выставках, фильм «Слои», вот, где ты говоришь о том, как на тебя повлияла буддийская церемония мандалы. Есть такой очень красивый процесс создания мандалы у буддийских монахов. Много дней там в сочетании с молитвами, с обрядами создается песочная мандала, да, на которой там нельзя дышать, нельзя просто лишних движений делать, иначе все рассыпается. И, пожалуй, наверное, хочу все-таки начать с того, как вот что такое для тебя вот это погружение в буддизм и какую роль здесь сыграл музей? Ну, как раз вот эту церемонию построения мандалы я впервые увидел здесь, в стенах музея. У вас проводилось подобное как бы мероприятие. Это целое шоу. То есть в течение нескольких дней, когда выстраивается монахами мандала из цветных вот этих вот минеральных песочков, ну, это же отдельное прямо действо. Это некое шоу. Ну, для современного зрителя это прямо вот нечто такое волшебное, связанное с мистикой, связанное с какой-то древней историей. Не только буддизмом, вообще историей, наверное. И зрителю, наверное, может быть и непривычно впервые, как бы, заходя в стены музея, как бы ты всегда в предвкушении увидеть произведения искусства, современные, что-то из, как бы, из запасников музея. Ты настраиваешься на одно, но когда приходишь и видишь, что происходит нечто такое очень мистическое, очень что-то такое сокровенное, это, конечно, сильно воздействует. Это вот, наверное, один из первых таких опытов и впечатлений от, о музее. О музее, да. Но это было связано все-таки с Сампиловским музеем, с художественным, да? Конечно, это с художественным музеем. А все-таки знакомство с музеем истории, с буддийской коллекцией? А вообще, да, сама история взаимодействия с Национальным музеем. В моем личном опыте это происходило, если я не ошибаюсь, в 2004 году. Первая моя такая очень маленькая выставка, она происходила как раз в стенах Музея истории Бурятии. Да, как раз ты говоришь о том, что это была маленькая выставка в коридоре возле гардероба. И я сразу так вспомнила, что так было действительно, да? И вот этот путь от гардероба до больших залов музея очень интересный. Ну, это же такой очень важный опыт был. Я там буквально вот там вчерашний студент, только приехал, я был полон идей, и накопился какой-то небольшой, так скажем, пул работ, совершенно таких камерных, небольших, но папа Бальжнима Даджиев меня убедил в том, что, слушай, у тебя уже накопилось много работ, надо себя как-то представить, потому что нельзя сидеть как бы, и работать куда-то в стол, это должно работать с публикой. И вот на тот момент была возможность выставиться именно в Музее истории Бурятии. Ну, для меня любые стены, как бы музейные стены, это уже был какой-то очень большой и важный шаг. И спустя буквально там, Это был 2008 год, помнишь, Зорик, мы сделали выставку здесь, да, вот, уже в Сампилово. Получается, это была степная история, кажется, да? Да, это был такой мой первый большой
Да. Это уже с галереи. Серьезный. С галереи Ханхалаева, да. Да, серьезный проект. Да. Мы с Константином Ханхалаевым его очень тщательно продумывали, как и что должно быть сделано, как организованы залы. С вами мы очень много эту тему обсуждали. Тогда планировали. помню, вау-эффект произвело шоу «Дефиле» по твоим костюмам. Это было... Да, это был очень такой интересный как бы опыт, который мы впоследствии и сделали как бы такой одной из главных фишек, так скажем, действий во время презентации выставок. Да, выходили наши модели в костюмах по картинам сделанным. Ну что, Зарикто, проходите. Да, здорово. 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 Проходите. Вот вы находитесь в самом таинственном месте музея, в фондохранилище. Так. Пойдемте, вот я сейчас выдвину эту решеточку, на которой как раз-таки Здорово. Церенжап Сампилович, да? Здорово, здорово. Церенжап Сампилович. А вот, знаешь, здесь он не очень хорошо повернут, вот тот арканчик, видишь? Вот ну, он. Ты помоги мне, пожалуйста. Да, неважно. Помоги мне. Пусть, вот так вот. Пусть он будет боком. Вот пусть он будет боком чуть-чуть, да? Так, но мы его видим, да? Вот он, знаменитый арканчик, он чуть-чуть вот сейчас боком. Сампиловские замечательные коровы. Я хочу сказать, что ну, вот эти работы как раз-таки вызвали интерес. Знаешь, где-то то ли 9-й был, я не помню, 10-й год, пришел Хамбулама с Дагбуламой и сказали, ну, слушайте, вот они, бурятские коровы. И тогда был жив еще сын Церенжапа Сампиловича, Базаржап Церенжапович. Вот. И тогда возникла у Хамбуламы, по-моему, тогда идея, чтобы вот развивать бурятскую породу, возродить бурятскую корову. И вот она, бурятская корова в работах, вот этот образ бурятской коровы, я думаю, сохранился в работах Сампилова. В его видении, да, здорово. А помнишь, еще была очень интересная выставка, когда ты впервые представила иллюстрации к жестокому веку? Именно здесь у нас в музее. Да, и мне кажется, это была вообще очень классная такая история, когда по сути, это был для тебя такой, наверное, первый опыт, да, работы с этим романом, очень известным, да, и вот это, может, какое-то ощущение было некоторой такой ответственности, что ли, да? Ну, вообще работа с книгой, с литературным источником, ну, это как бы для художников, наверное, вообще какая-то отдельная тема. Одно дело, ты сам собой работаешь, со своими мыслями, со своими идеями, а тут у тебя есть некие как бы рамки, в которых ты должен вести свое как бы повествование. Но мне кажется, очень, очень яркий такой, очень, очень сильный получился проект в стенах вашего музея. Вспомню, там что-то с драпировками мы делали, с какими-то проекциями на стены, на эти драпировки. Это был такой эксперимент. Там сама атмосфера зала стала такой очень такой волшебный, таинственный. Да, еще же был полумрак. Мне всегда радостно, всегда самые как бы такие очень хорошие впечатления, что вы всегда были готовы к любым экспериментам. Когда мы начинаем обсуждать, вот предстоит выставка с такого-то по такое-то время. Вы всегда спрашивали, что мы будем делать, как это будет, в отличие от предыдущего проекта, чем будет отличаться, да? И, ну, так как я всегда готов был к экспериментам, Константин Ханхалаев всегда ставил задачу, надо что-то сделать более отличимое от предыдущего проекта. В голове масса всяких идей, от невозможных до как бы вполне реализуемых. И вот вы, Татьяна Анатольевна, всегда были готовы поддержать. Вот так вот сделаем, получится, вы всегда отвечали. Конечно, мы все сделаем, как ты задумываешь, давайте попробуем сделать вот, максимально близко к твоей идее. Так, сейчас. Вот Алла Цыбикова есть. Алла Цыбикова, давай посмотрим. А, нет, это не Алла. А, вот Алла внизу, да. Вот Алла Цыбикова внизу, вот Алла Цыбикова. Ага. А вот Алла Цыбикова, это ее портрет мамы. Смотри, да? Ага. Угу. Это вот портрет Жаргала.
Это вот тоже интересный такой. Сын, А сын, это наверное, портрет, да? это работа, кажется, Мартыкиева, по-моему, да? Замечательная тоже. Бабушка-то Бабушка. героическая. Героическая прямо, бабушка со с такой звездой. трубкой, да, помнишь? У тебя же тоже была бабушка с трубкой Вот в бабушка работе, с трубкой, да? точно. А это вот портрет, кажется, это портрет родителей Аллы. Ага. Да, вот это как раз барон Хасурта, вот ее любимая. Вот там, кажется, вот этот сюжет, да? И вот Здорово. это любимый ее, вот этот жаргалка тоже, да. Замечательный. Давайте обратно задвигаем. Я вспомнил, мне нравилось Метелкиной вещи. Метелкины. Да. Метелкины где-то Такие- сейчас спросим, найдем. Такие красивые. Вот, замечательная у нас. Вот она, да, вот она, прекрасная наша, замечательная Мария Яковлевна. Вот, я вспомнил. Вот. Вот это вот Посмотри, какие. студенческие годы, когда 90-е годы мы голодными студентами приходили, и мы видели, настолько было Да-да-да. живо и сочно это все сделано, что мы просто стояли и поражались. Ну, это вот Вот мы этому рядом, видишь, ощущению. представили как раз бурятский натюрморт, семейский натюрморт, да? Семейский, да. Вот, замечательный, да? В каждом мазке Да. прямо сок, сущность вещей прямо в каждом мазочке. Вот, вот так положен. Оттуда прямо вот она живет. Да, и вот действительно хочется как будто вкусить, да? Да, Как будто источает аромат, она прямо вот живая, и хочется вот этот куличик отломить прямо. Да, Здорово. и мне кажется, вот это тоже должны молодежь смотреть, да? Вот Конечно, только начинающие конечно, художники. Почему нет? Они же должны знать, какие есть разные манеры, да, как это. Вообще натюрморт, мне кажется, прекрасный жанр. Его очень немного в бурятском наследии. Да, очень конечно. немного. Именно натюрморта. И у Метелкиной, наверное, вот самый, наверное... Ну, еще есть Тоня Бритова, Антонина Бритова, она прекрасные тоже делала натюрморты. Вот, замечательно. Но вообще натюрморт, это же как, знаешь, мы же классика, малые голландцы, когда надо через натюрморт сказать целую историю, рассказать, да. Кстати, знаешь, я хотела вспомнить последний проект «Ваджрапанк» и вот этот замечательный зал, где были фильмы. И вот здесь к нам прям специально приходили на выставку люди посмотреть вот эту темную комнату, да, ну, в смысле, посмотреть это видеопрезентации, вот эту мультимедиа погружение в твои работы, в твое творчество. И что для тебя музей и мультимедиа или там, ну, условно, там, нейросети или что-то такое вот современные технологии, так скажем, да? Ну, вот, кстати, все практически эксперименты выставочного, вот этого презентационного характера, они все начинались как раз вот с нашего музея, с нашего художественного музея. И проба делать кинозал, проекции, анимации и так далее, это все было отработано со стен вот нашего родного музея. Сейчас это уже считается, ну, не чем-то обыденным, но тем не менее зритель уже привык к мультимедийным выставкам, да, к иммерсивным выставкам, когда можно даже не видеть физические работы, а просто прийти в цифровой зал и погрузиться в мир там, автора, художника и так далее. Тем не менее, для меня все равно остается, наверное, важным увидеть вещь в оригинале, наверное. Сам предмет. Сам предмет и физический контакт, если это возможно, да. Я помню, что во времена копийной практики в Эрмитаже, еще в период учебы, смотришь на картину какого-нибудь великого там, голландского мастера, старых мастеров, и тебя очень сильно подмывает не сама картина, ее лицевая часть, а тебе хочется заглянуть с обратной стороны холста, что там оставил художник, что написал, а что за холст там, да, какую надпись он оставил там, потому что парадная часть, она всем всегда видна, всем понятна, а заглянуть с другой стороны, это как будто заглянуть в мир художника и погрузиться в какую-то вот такую вот камерную, индивидуальную, заглянуть в какую-то вот в частную жизнь. Вообще для тебя город
Это, ну, ты родился же здесь, да, Да. вот фактически? Да. Какое у тебя отношение к городу? Как-то мне задавали вопрос, когда была что-то, работа с туркодом по Улан-Удэ, типа, ваше любимое место в Улан-Удэ? Я говорю, нет у меня такого любимого места, это как общение с человеком, с живым человеком. Ты не можешь выделить только его одну какую-то там черту характера, типа, вот это мне нравится, что вот там человек вот такой-то. Нет, ты же воспринимаешь его целиком, поэтому что-то отделить от города всегда очень сложно. Мне нравится, что город меняется, что вот даже сейчас смотрю с этого ракурса, силуэт города поменялся. Раньше достаточно такой ровный горизонт был. Сейчас благодаря там высотным домам, каким-то вот более сложным геометрическим формам силуэт меняется, интереснее становится. Вот пару лет назад мне поступило предложение поучаствовать в создании аудиогида, ну, одним из как бы голосов, рассказывающих о своих впечатлениях о городе. И я как раз записывал, ну, наверное, самое яркое, что происходило, живя здесь в Улан-Удэ, это студенческое время, и я там вспоминал какие-то свои студенческие истории про автовокзал, что-то, про то, как я там с девушкой гулял, как раз ходил там с гитарой. Вот это рок-н-ролльное время как раз было связано непосредственно с центром Улан-Удэ, с историческими сейчас местами. Поэтому, ну, с городом меня связывает буквально вот каждая улочка, каждый шаг, он всегда сидит во мне, я его хорошо как бы знаю и переживаю. Как бы вернувшись к теме технологий, да, мы как-то с тобой разговаривали не так давно, я помню, про то, как про твой опыт аниме, про твой опыт комиксов и про твой опыт мультфильмов, да, который ты осуществляешь, как ты сказал, да. И я помню, спросила, а хотел бы ты, Зорик, поработать над иллюстрациями или сделать аниме по теме ГСР? И еще мы говорили о том, а сможет ли нейросети помочь в этом, да, сделать. И вот что вот ты сказал тогда? Ну, так как технологии достаточно быстро меняются, развиваются, на тот момент, когда вы спрашивали, наверное, для меня еще не очевидным был. Сейчас, мне кажется, уже очень сильно все поменялось. Мне кажется, вполне может и нейросеть справиться. Ну, естественно, не без участия художников. То есть чем больше ты максимум материала загрузишь, и она, соответственно, даст какой-то ответ, да? Естественно, да, нейросеть все равно остается пока еще, ну вот на сегодняшний момент, наверное, остается инструментом. Но ты думаешь, что она, может быть, перерастет инструмент, да? Я пока вот даже побоюсь как бы ответить, потому что ну, вряд ли кто-то может дать прямо очевидный или какой-то вот дальновидный ответ. Да, насколько бесконечно может развиваться там нейросеть, никто не знает. Понятно, что как бы технологии вообще имеют какие-то рамки, да, ограничения. То есть технология одна развивается до какого-то периода, затем наступает ее предел, и дальше начинают происходить другие развития тех же технологий или на базе этого превращается во что-то другое. Ну, это история человечества, история, так она складывается. Нейросеть на сегодняшний момент, она вот такая. Мы можем работать с ней, делать какие-то короткие видео, но это же все меняется. Мы удлиняемся, нейросети совершенствуются. Мне кажется, ну, не сегодня, но, по крайней мере, завтра или послезавтра мы уже, наверное, можем серьезно начать говорить о том, что, пожалуйста, нейросеть сделает нам... А где место художника будет в этот момент, послезавтра, допустим? Художник, хороший вопрос. Ну, это вот мы с вами обсуждали по поводу... Я рассказывал о том, что вот когда появилась фотография, очень многие художники ушли в сторону. Да. История умалчивает, куда девались сотни и тысячи художников, которые занимались там портретной живописью. Куда они девались? Остались только вот единицы, которых мы знаем там, ну, не единицы, их, конечно, огромное количество осталось. Но
история не говорит о тех художниках, которые исчезли, потому что появилась фотография и просто вытеснила огромный мир художественного портрета. Но зато художники пошли другим путем, они начали экспериментировать, и то, что мы вот можем видеть сейчас в современном искусстве, то, к чему привело вот это расхождение линий развития технологий, ну, фотографию отнесем к миру как бы технологий, и куда пошла художественная мысль и привела вот на сегодняшний момент. Эти пути разошлись именно в тот момент. Но художник пока остается инициатором, да? Он является источником идей. Ну, нейросеть пока сама, на мой взгляд, не может это сделать. Но это мы говорим про сегодня, да. Какова будет роль художника послезавтра? А вот смотри, вернемся к теме взаимоотношений художника и музея. Да? Или возьмем шире, художник и наследие. Наследие нашей земли, Бурятии, бесконечно прекрасный. Вот мы живем, радуемся, дышим этим воздухом, да, там, любуемся на наши прекрасные пейзажи, да, и понимаем, ну, что на нас какая-то такая, наверное, ответственность. Вот художник и наследие, художник и музей. Как вот сейчас для тебя? Вообще самые, наверное, главные и важные вопросы человечества вообще, я не касаюсь только там художественного мира, это кто мы, да, и куда мы идем. Это перед всеми стоит вопрос. Поэтому, когда ты задумываешься, кто ты, естественно, у тебя возникает момент осознания, где ты сейчас находишься, в какой точке вот истории ты сейчас находишься, и что было перед тобой, задолго до тебя. И это позволяет взглянуть немножко вперед. Ну, то есть, проанализировав все это, ты можешь, ну, что-то себе нафантазировать, куда же тебе идти дальше, да? Куда должна развиваться мысль. Ты уже не можешь там повторяться, потому что это было, да? То, что вообще художник, ну, что такое художник? Это же творец, это человек, который должен что-то сотворять, то, чего еще не было. Но чтобы появилось это новое, ну, нужно как-то переварить в себе старое. Конечно, да. Переварить ты должен то, что предыдущими и, наработано. Конечно, все, что связано с бурятской историей, с бурятской культурой и искусством, это все очень, очень важно. О, вообще здорово. Здорово. Так, а это знаете, чей портрет? Это портрет дедушки Донзана Дондакова, ламы, художника, вот как Люба Дондакова, как раз его дочка, да? И да, и это замечательно, то, что он смог запечатлеть. Видите, он как сидит в ступе, мешает краски, да, вот здесь краски. Изготавливает. Да, и вот там буддийская скульптура, это его вот танка, он пишет, который он пишет, да. И у него такое совершенно лицо полностью, ну, абсолютное счастье. Или вот, например, портрет Доярки, да, герой соцтруда, и вот она вот здесь изображена с этими замечательными ягнятами. Вот. А это актриса бурятской драмы. Ну вот она приходила и восхищалась этой работой и говорила: «Боже, какая я была красивая». Это такое вот, да. Кстати, портретный жанр почему-то ушел из бурятского искусства, хотя это замечательно. Вот мы сейчас вот эти портреты, да, эти образы смотрят на нас, современников, да, глазами созданных. Они смотрят из другой эпохи. Они смотрят из 70-х годов, начала 80-х, условно, да? И являются как раз вот лицом в буквальном смысле. Все это в глубине где-то сидит и переживается, конечно же, да. Еще там на момент там студенчества, когда я здесь в Улан-Удэ учился в училище, мы приходили в музей. Когда ты сидишь на лекциях, это вот, кстати, к вопросу о физическом, так скажем, присутствии, контакте с произведением, да, не через каталоги и альбомы. Ты сидишь на лекции, тебе скучно, тебе рассказывает про историю бурятской живописи, да, там, начиная с самых ранних произведений, Тенежа Псампилова, там, и вы листаете каталоги, да? Ты листаешь, ну да, это все как бы понятно, интересно, взеваешь и где-то теряешь нить повествования. Но когда тебе приводят с лекции в музей, все становится на свои места. Ты начинаешь вспоминать, нам же говорили вот про эту картину.
Ты их видишь вживую, и это совсем другие ощущения. Может быть, на всех это влияет совершенно по-разному, но я помню свои ощущения, что... А какое было первое произведение из бурятских художников, которое на тебя так произвело впечатление? Одна из, наверное, самых сильных вещей, которые прямо вот очень сильно захватила и впечатлила, это, наверное, картина Дашнимы Дугарова «Портрет Линховоена» в образе... Портрет Линховена в образе Кончака. Кончака, да. Это такое большое монументальное это произведение. монументальное произведение, экспрессивно написано вот огромными мазками, это пастозно, это такая энергетика. И она воздействовала, вот как раз она воздействовала вживую. Потому что когда нам ее показывали в слайдах, или там мы листали какие-то, может быть, альбомы, я сейчас не вспомню, на лекциях, смотришь, картина, да, очень здорово написано, там, да, передан характер, там, что-то надо было рассказывать по этой картине. Но когда ты видишь ее вживую, это совсем другое впечатление, это она тебя Такие поражает. прямо пласты, краски. Ты Да? чувствуешь мощь этого героя в первую очередь, да, потом начинаешь думать о том, а что же за артист это воплощал, потому что это портрет артиста, Да, исполняющего в образе, роль Кончака, да. Кончака. А потом уже начинаешь интересоваться, а почему Дашнима Дугаров писал вот так, там, да, то есть краски, сама техника и так далее. Начинаешь смотреть, а что у него еще есть. То есть это как клубочек начинает разматываться, ты начинаешь туда смотреть, сюда смотреть. И еще более ранние произведения, более поздние произведения. Потом произошло знакомство с Реджапом Сампиловым, да, его знаменитый всадник Арканщик, да, который является, наверное, символом музея. Это вообще работы полностью, по-моему, почти все работы Дугарова, да, Дашнима Дугаровича. И вот эти революционеры. И вон эскиз, вот здесь вверху, видите, это вот Линховен. Но прежде чем он сделал образ его в Кончака, в образе Кончака, да, Линховен, он, конечно, создал вот еще такой вот предварительный. А вот ты сам не работал, не пробовал писать портреты? Вот портреты вот реальных людей. Реальных людей, так, в единичных случаях бывал такой опыт, но сложно? Для меня, да, не столь очевидный, как бы, жанр, поэтому как-то я всегда немножко сторонился его. Здесь нужно уметь улавливать какие-то вот на каком-то вербальном там или невербальном уровне вот эти вот портретные какие-то нюансы, черты характера, которые я, к сожалению, я не умею так работать. Дугаров еще общался с Линховеном. Они же земляки, они же агинцы. И, конечно, как ты тоже, впрочем, с Агинска. Там, да. И они очень, вот чувствуется, что они прямо дружили, общались. Мне кажется, вот я вот смотрю... Я думаю, очень похож, потому что там... Вижу, что у них прям тесное такое было общение. С любовью написано прямо... Явно знал хорошо, да. Характер знал, какие-то особенности, да, все это прямо... Они дружили, да, и это, конечно, прямо чувствуется. Все равно даже через маленькие работы у него вот здесь тоже очень пастозно написано. Да. Да, вот в тех вот Между прочим, небольшие. Очень современно выглядит. Вот эти небольшие работы, да, да, как бы, мне кажется, тоже. Эта вещь производила впечатление, но там все-таки ты студент художественного училища, поэтому ты начинаешь смотреть на технику, там, естественно, да, какие цвета были, а почему вот так композиция сделана, что символизирует вот это движение в глубину. Вот. Еще какие-то вещи смотришь, и вот про идентификацию, это еще вот в студенчестве, наверное, вдруг как бы, может быть, неосознанно появилось ощущение пространства и неба. Небо вот у бурятских через художников. картины, да, художников? Да, у бурятских художников всегда было много неба. У Салбона много неба. Да, один из моих учителей, да, Салбон Родная Черенчинов, это всегда было небо. Причем конечно. оно совершенно невообразимых цветовых и размеров, да, оно прям заполняет решений, полностью. Да. Вот это вот какое-то такое очень щемящее душу ощущение вот степи,
необъятного простора и какого-то безграничного неба, ну, космоса просто. Наверное, вот это является какой-то вот такой бурятской идентичностью, наверное. Это вот мой учитель Салбон Раднай Черенчинов. Вот эту я даже помню вещь. Вот эта верхняя вещь, я ее даже примерно знаю, где это писалось. Это на озере Катакель писалось, куда мы ездили на пленеры, на практике в училище. Там даже вижу, это, скорее всего, с веслами автопортрет Салбона Раднаевича, а рядом идет с этюдником, скорее всего, Владимир Георгиевич Поспелов. Где? А, вот наверху. Это А, на, вот на это? Катакеле, да. Замечательно. Просто похожие этюды я видел, он в то время писал вместе. И смотрите, какая замечательная вот здесь работа. Он сам родом из села Улюнда, старинное баргузинское село, в Баргузинском районе, да. И вот здесь вот дом, окно, и там мы видим вот эту старинную юрту, деревянную, которые были как раз у бурят Иркутской области, у баргузинских, в том числе и хиритов, да. И крыша здесь, видите, она такая вот заросшая мхом, да, травой. покрытая мхом, да. И вот сейчас в контексте современной архитектуры, да, когда вот это вот, знаешь, использование природных материалов, да, и вот это включение, да, архитектуры в природу очень совершенно смотрится современным таким сооружением. Да. И вот эта бабушка, пасущая корову, вот этот плетень, вот эти дети, да, и запускающие воздушного змея. То есть через вот эту маленькую картинку в окне, Картина в картине. да, картина в картине, а через сундук, это же целый мир, бурятский мир, опять же, да, здесь. Он смотрел тогда, в каком, 82-м году, из современного дома. Он смотрел на Прошлое. да, На свое прошлое видел, да. А женщина идет, пасет, там мама или кто-то там. Это из не родственников. стеклопакет, я думаю. Ну да, в то время. Но, тем не менее, в современный дом занесен Вошел сундук. как некое наследие. Да, он да. его занес к себе в новый дом. Это правда. Да, и с таким упоением, с таким как бы наслаждением смотрит на старинный быт. По поводу бурятской идентичности. 21 год, 2021, ты монтируешь выставку. Помнишь, была «Новая степь», кажется, что называлась, да? И вот в этом же зале, и тут заходит Зандан Дугаров. И говорит: «Зорик, так ты же бурят Зурак, помнишь?» Он тогда сказал, вот для меня лично, это было прямо вот, я даже оторопела, и я говорю: почему? Потому что, ну, у нас же одни как бы ассоциации, да, с бурят-зурак. И Зандан говорит: ну, бурят-зурак — это бурятский рисунок, а Зорик бурят, он рисует бурятский рисунок. Это его картина мира. Ты согласен? Ну, здорово. Бурят-зурак, конечно, настолько, мне кажется, не до конца оцененное зрителем направление. Это, наверное, даже неправильно назвать направлением. Это, наверное, и есть истоки бурятского визуального искусства. То, как видел мир старинный художник, работая с плоскостью, да, ну, мы все прекрасно знаем Лапсана Доржиева как просто, ну, нашего мэтра, апологета бурятского бурят-зурак. Я помню, что в институте мы проходили, по-моему, художника Кузнецова, который вот в казахские степи писал. Меня очень долго преподаватель буквально пытал там, типа, что хотел сказать, да, художник. Почему он так писал? В это время пишут художники совершенно, ну, как бы другие вещи. Почему он работал настолько, как бы, упрощенно, там, да, ну, условно говоря. И в какой-то дискуссии вот с педагогом до меня дошла мысль: он писал степь вообще, степь, как космос, как некое пространство. Не конкретных людей, не конкретную там лошадь или облако. Он писал космос. А в бурят-зурак это как раз вот это определение, наверное, больше всего и подходит. Это космос. Это космос. Это монгольский сюжет. Где-то Видите, в да, Волге. верблюды. И вот это небо
ярко такое. Это не голубой цвет, это, пожалуй, это какой вот цвет, Зорик? Цвет неба какой? Ну, что-то ближе к лазури, к, к Лазури, изумрудному чему-то, да. Это вот очень характерное для него небо, он так вот писал. Но как раз-таки вот здесь цвета ближе к бурят-зурак, согласись, да? Да, Вот. больше к декоративному. Декоративному. Ну, и это Явному цвета цвету. Гоби, это же... Вот он взял вот этот вот цвет яркий, вот он выхватил его. Твой папа работал в Гоби и знает, наверное, Там особенности. все-таки другой колорит немножко. В Гоби? Да. Ну, вообще художники, которые привозят с пленеров или с каких-то поездок, да, с Монголии, там все равно ощущение цвета немножко другое. И сразу чувствуется, это в Монголии написано, это в Бурятии написано. Мгм. Ну, здесь прямо вот четко видно, что это не в Бурятии написано, это в Монголии. А ты сам как себя ощущаешь? Все-таки? Ну, Или ты всё-таки- Я больше экспериментатор, поэтому ну, какие-то моменты, наверное, сопряжения с плоскостной такой вот живописью, они у меня и до сих пор есть. Мгм. Вот это декоративизм. твой, да? Декоративизм, да, он, естественно, имеет корни вот из буддийской иконографики, из бурят-зурак. Вот здесь мы нашли очень классная отцовская вещь. Картина Бальжаниме Дажиева, моего отца. Я ее видел на выставке всего один раз. И все, вот она теперь как бы находится в стенах музея. Здорово. Я прямо даже соскучился по ней. Сейчас отец так не пишет, он немножко по-другому стал писать. Ну, здорово. Если не ошибаюсь, Наверно. называется «Стихия», по-моему. Для этого ты и пришел в музей, чтобы Здорово. встретиться с этой работой. Да? Да, я нашел свою работу, да. Ну, это вообще одна из самых первых, наверное, моих вещей. Если я не ошибаюсь, 2005 года. То есть Донгина. Да, Донгина. Вот это мои самые первые впечатления от того, как должен работать, наверное, вот, ну, художник на тот вот момент, мои ощущения. В музее всегда кажется все такое камерное, маленькое по ощущениям Ага. в пространстве. Тогда мне казалось, так, да я тоже такую большую работу пишу. Здорово. Но ты же Здорово. сейчас так не пишешь, правильно? Я что-то, да, как-то перешел в другие какие-то эксперименты. Вы спрашивали про портреты. Ну, вот только в таких образах мог портреты писать. Может, кто-то узнается там в каких-то Да, схожих чертах. замечательно. А вот музей, который строится там, возле рек, возле слияния рек, вот как вот ты считаешь, это, вот, в принципе, это решение было очень долгим, мы же долго шли к этому, была Верхняя Березовка, там еще что-то, и каждый раз, ну, это было почти 12 лет, когда мы шли к тому, что какой у нас, где будет у нас новый музей. Ну, я не архитектор. Сейчас музей поэтому- вошел в мастер-план. Ну, замечательно. Я не архитектор и как бы мало что понимаю в этом. Но однозначно я как бы уверен в том, что это правильное решение музей переносить в центр города. Ни в коем случае куда-то далеко за город, ну или на окраины города, потому что вся жизнь, все действие все равно происходит в центре города. Да. И люди, приезжающие в наш город, тем более впервые как бы попадающие в наш город, естественно, это все должно быть в центре, это в досягаемости должно быть. А то, что он прямо возвышается над жилыми кварталами, ну, тут вдвойне здорово. Это точка притяжения даже с точки зрения как бы визуала, ты видишь его всегда. Это как мы говорили, это же храм искусства, а храм всегда должен быть виден там со всех точек города, позиций. конечно. Слушай, вот скажи, пожалуйста, Зорик, ну ты, понятно, ты уже сложившийся художник, там у тебя абсолютно понятно, как ты внутри для себя развиваешься. А вот на твой взгляд, что может дать музей на сегодня современному молодому, только-только начинающему художнику? И вообще есть какие-то, вот на твой взгляд, какое может быть будущее у современного бурятского искусства? Сложный вопрос. Я не смогу так сделать прямо такой четкий какой-то экскурс
анализ и сказать, что бурятское искусство должно или будет развиваться вот в этом направлении. Как раз в этом смысле, наверное, музей очень сильно может воздействовать на зрителя, на молодого зрителя, на молодых художников или людей, которые в дальнейшем будут связаны так или иначе с искусством. Музей ведь тоже меняется, ваш музей меняется. Как это старая пословица, красота в глазах смотрящего. Если зритель не заинтересован, ну, какие бы интересные и космические выставки не происходили, если зрители не трогает, ну, тут ничего не поделаешь. Я думаю, все равно огромное количество людей у нас в Бурятии, в Улан-Удэ, огромное количество людей молодого поколения, которые жаждут этих знаний, жаждут этой информации. И музей является той площадкой, который должен восполнить вот этот вот внутренний голод и ту нехватку как бы знаний. Поэтому вот все в ваших руках как раз. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а что ты лично ждешь от нового музея? Вот Ну, как мы раз очень хочется... много говорим сейчас Мы, о да, новом очень музее, много говорим о о новом новом. здании там, и так далее. О новом музее хочется, чтобы это стало как раз вот прямо, ну, в буквальном смысле храмом искусства, наверное, главной точкой притяжения города. В Бурятии в последнее время очень много идет рассуждений, дискуссий по поводу какого-то национального кода, да? Той как бы самой важной и узнаваемой чертой, ради которой зритель, турист приезжает в Бурятию. Мне кажется, как раз искусство может стать, а может быть, оно и сейчас уже есть. Искусство является той точкой притяжения, поэтому где, как не в храме искусства, с этим как бы увидеться один на один, ну, то есть увидеться вживую, увидеться физически. Никакая мультимедийная инсталляция там, или каталоги, они не дадут этого ощущения, этого впечатления. Поэтому только приехав на место, подышав нашим воздухом, там, постояв под нашим бескрайним небом и посетив музей, наверное, только тогда можно полностью ощутить вот эту нашу бурятскую идентичность. Как-то так.